Фильм «Австралия» представляет. Риана, идем. Извини, но Риана несовершеннолетняя. Ее могут забрать только родители. Но они... Где Пол? Не бойся, Риана. Я вытащу тебя отсюда. Папа думает, что я псих. Та тетка считает Риану чокнутой. Может, это их убедит? Что ты наделал? Производство «Фильм Австралия» совместно с «Телевизия Польская». «Чародей», 16 серия. Авторы сценария Марк Шорес и Джон Томпсон. В ролях Збых Трофимюк, Гося Петровска, Брайан Руни, Микела Нунан, Хитер Митчелл, Эндрю Макфарлан, Кшиштоф Кумар, Рафал Звеш и другие. Операторы Мартин Макград и Дэнни Беттерхем. Художник Николас Маккеллум. Композитор Ян Дэвидсон. Продюсер и режиссер Ноэл Прайс. Выруби! Что случилось? Силовое поле доспехов в действии. Это убедит моего отца. Сейчас мой появится здесь. Бежим отсюда. Папа! Папа! Пол, это Джина. Папа нанял ее за нами присматривать. Она учит меня танцевать. Привет. Привет, Пол. Рада познакомиться. Ты задержался? Твой отец волнуется. А где он? У себя в лаборатории. Он просил позвонить, когда ты появишься. Не надо, я сам. Привет, Джина. Я Алекс. Я обедаю здесь по вторникам. Что ты приготовила? Спагетти. Сопротивление слишком велико. Снижай температуру. Доктор Рейнольдс, ваш сын. Спасибо, Кол. Пол, извини за сегодняшнее. Я хочу тебе кое-что показать, когда ты придешь. Надеюсь увидеть тебя за завтраком. Познакомился с Джиной? Да. Прошу тебя, не доставляй ей хлопот. Выключай. Пол, у нас идет эксперимент. Утром поговорим. Повезло тебе. Джина великолепно готовит спагетти. Хватит лопать. Надо вытащить Риану из больницы. Сейчас все равно это не удастся. Давай завтра. Пол, иди ужинать. Мне только няньки не хватало. А я не против. Пусть присматривает за мной. Алекс. Пол, у тебя нет выбора. Скажи мне, как делать порох. Тебе нужен порох, чтобы свергнуть регентов. Ты хочешь править сама? Какая проницательность. Чудовищно. Когда регенты об этом узнают, Ашку лишат звания чародея. А как же Риана? Регенты помогут мне ее возвратить из мира Пола? Всему свое время, Брон. Где ты был? Я думал, Гривен схватил тебя. Я водил их кругами. Они меня потеряли. Быстро ешь, Зандер. Нам надо спешить в замок чародеев. Брон! Брон! Замок не там. Я оставил семью в Клейхеле, и я никуда не пойду, пока не узнаю, что с ними. Это небольшой крюк. Брон, подожди! Мы с тобой. Если мой отец меня здесь застукает... Могла бы и не идти с нами. Это кровать Рианы. Где она?
Простите, где Риана? Вчера Риана пыталась сбежать. Пришлось поместить ее в закрытое отделение. Она молчит. Может, мне с ней поговорить? Сейчас я занята. Пожалуйста. Хорошо. Пусть твои друзья подождут здесь. Пол! Пол, я боюсь. Уведи меня отсюда. Если мой отец приедет за Рианой, вы ее отпустите? Мне очень жаль, но Риану могут забрать только ее Но родители. их здесь нет. Где они, Риана? Я не смогу помочь, если ты не будешь отвечать. Надо сказать ей правду. Она никогда не поверит. Можете мне доверять. Вы не найдете моих родителей, потому что я из другого мира. Я из страны чародеев. Риана не сможет вернуться туда, пока мы не создадим энергетический проход. Пол, думаю, на сегодня хватит. Я не уйду без Рианы. Тогда я вызову охрану. Пол, не оставляй меня. Не могу. Я обещал. Ты не должен поддерживать фантазии Рианы. Но это правда. Оставь свой телефон. Я поговорю с твоим отцом. Думаете, я спятил? Сейчас не средние века, Пол. Психиатры не чудовища. Моя дочь считает меня понимающим человеком. Надо вытащить Риану отсюда. Ты смеешься? Она спасла мне жизнь. Я не оставлю ее. Нам остается только одно — как-то вырубить все больничные мониторы. Ты понял, о чем я думаю? О доспехах. Не горюй, Джал. Когда папа вернется, мы построим новый дом. Да, Джо. А на крыше устроим голубятню. Я расставил посты вокруг деревни. Если Брон появится, его схватят. Надеюсь, иначе я сожгу деревню. Выходите. Идем, Джо. Мы попадем в замок чародеев. Это же здорово. А как же Риана? Ма! Дикие! Арла? Гриван! Пусть остается в лесу. Двоих нам достаточно. Пол, как тебе Джина? Вроде ничего. Она не замужем, я спрашивала. Ага. Зачем тебе папин халат? Возьму в школу. Мы завтра будем препарировать крыс на биологии. Ужас. Джина отлично готовит, правда? Крис, к чему ты клонишь? Ни к чему, так просто. Лучше думай о чем-нибудь другом. Об уроках.
Пол, есть проблемы? Нет. Сейчас мы тебя закамуфлируем. Подержи. Как бы нам не вырубить всю аппаратуру в больнице. Не волнуйся, разряд не так уж велик. А мы ее последняя надежда. Заткнись, вдруг тебя услышат. Без 5:06? Звони, Катрина. Слушаю. Привет, я дочь доктора Лим. Кажется, мама оставила сумку в кабинете. Вы могли бы проверить? Да, минутку. Пол, идем. Закрытое отделение. Не закрывается. Отойди! Эй! Бежим! Пол! Алекс! Они ломают дверь. Доспехи нельзя мочить. Теперь они не сработают. Может, нам притвориться психами? Сумасшедших в тюрьму не сажают? Алекс, нас и так не посадят. Какие-то странные люди вошли в мою комнату, а потом побежали туда. Умница. Возвращайся к себе и закрой дверь. О, простите, мадам. Никого. Вон они! Сюда! Откройте дверь! Я вызову полицию. Надо смываться, пока не появилась полиция. Здесь есть проход. Туда бросают белье. А если мы загоримся? Ты сдурел, Алекс? Зачем им жечь простыни? Надо придумать что-нибудь другое. Можешь думать, а я пошла. Откройте дверь! Где Алекс? Просто не верится. Я жив. Быстрее, бежим! У медсестры челюсть отвисла, когда она увидела доспехи. Отцовской машины нет. Он, наверное, в лаборатории. Надо спрятать Риану. Спасибо, что вытащили меня. Спасибо вам. И это все? В нашем мире, когда парень спасает девушку, она в благодарность его целует. До завтра, Алекс.
Ты эгоист. Мы спасены. Это все твои вещи? Как их много? Кто это? Моя мама. Ее последняя фотография. Не беспокойся, Риана. Брон и Марон сумеют спастись, а мой отец отправит тебя обратно. Обещаю. Вроде все спокойно. Что ты здесь делаешь? Прячься скорее! Глашатый разыскивает тебя! А где мама и Джал? Чародей Ашка увела их в замок. Она сожгла наш дом. Ашка заплатит за это. Смотри, Брон! Зови глашатая! Пол, это еще что такое? Я заперся от Кристины. Прости, что вчера оборвал разговор, было некогда. О чем ты хотел поговорить? Дай мне сначала одеться. Я тебя жду внизу. Почему ты не сказал обо мне? Он бы не слишком обрадовался, застав с утра в моей комнате девушку. Жди. Пойду скажу ему о тебе. Отличные тосты, папа. Да, очень вкусные. Джина умеет готовить. Я это люблю. А папа любит поесть. Вот совпадение. Привет, Джина. Привет, Пол. На завтрак тосты. Пол, тосты на завтрак каждое утро. Эй, Я пойду за покупками. Увидимся позже. спасибо, Джина. Мы рады, что ты теперь с нами, правда, папа? Да. Пока, Джина. О чем ты хотел поговорить? Кристин, не хочешь посмотреть телевизор? Мне нужно поговорить с папой. Пожалуйста. Спасибо. Папа, ты, возможно, сочтешь, что я говорю странные вещи. Кристин, ты же знаешь, я не выношу эту передачу. Переключи на новости. Поломку компьютеров и системы сигнализации в Сент-Мэтью оценивают в $1000. Все произошло в одно мгновение. Полиция намерена допросить. Пол! Ты же хотел поговорить. Я забыл вытащить кассету. Извини. Твой отец готов к встрече со мной? Нет, я ему не сказал. Мы вчера такое натворили в больнице. Но он отправит меня домой. Пол, поторопись. Я подброшу тебя до школы. Иду. Обсудим все, когда вернусь. Никуда не выходи и надень что-нибудь мое. Пол, я хочу есть. Когда мы уйдем, найдешь еду в холодильнике. Это такой белый шкаф на кухне. Сиди в доме, тебя не должны видеть.
Могли бы похитить Риану, не разрушая больницу. Не получилось. А что теперь? Мы попадем в тюрьму? Не попадем. Полиция нас не выследит. А нас никто не знает. Ты сказал отцу о Риане? Не успел. Где она? У меня Одна? все обойдется. Вы испугались дракона? Хотите услышать сказку о драконе? Тогда я начинаю. Когда-то давным-давно жил малютка-дракон. Он не умел летать. Это был совсем крошечный дракон. Он не знал, что ему делать. Пол, иди сюда. Сузи сказала, все должны это делать. Не сейчас. Тебе надо спрятаться. Давай, скорее. Что случилось? Я немного затевался. Я сейчас все уберу. Иди к себе. Пол, что с тобой? Ты кто? Фильм подготовлен к эфиру отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург, Пятый канал». Режиссер озвучания Наталья Черкова, звукорежиссер Светлана Анопренко, инженеры звукозаписи Валентина Капитонова, Вера Мельзининова. Текст читали актеры Светлана Письмиченко, Елена Павловская, Александр Самойлов, Валерий Дьяченко. Редактор Елена Федотова.